Семья Таймасхановых принимает поздравления. Спустя 80 лет нашлась их тетя Яхмат, которая была потеряна в возрасте 2 лет во время репрессий чеченского народа в 1944 году. Выросла она в киргизской семье в городе Бишкек. Здесь же обзавелась семьей и детьми. Растут внуки. По словам Яхмат, она всегда знала, что растет в чужой семье и мечтала найти родных. Яхмат, добрый день. С возвращением вас. Вся Чеченская Республика безумно рада этому событию. Словно вы тетя каждому чеченцу. Каждый чеченец, я не понаслышке знаю, вот эти ролики вот все раскинулись в сети интернет, там все видят вот эти радость ваших родственников, вашей семьи. И мы тоже в полной мере разделяем с вами вот эту радость. Яхмат, первый вопрос. Когда вы узнали, что растете в чужой семье? 2 года, когда мне было, меня забрали с США. И отец увез меня в свою родину. В тот же Бишкек, где он вырос, где родился. Это недалеко от Бишкека. Он меня туда завез. И мы там жили, покуда отец через суд меня не отобрал у матери. От первой жены. Он меня забрал. И тогда уже меня перевозят в Бишкек, где он сам работает, и там я жила с ним, с отцом. Он в этот момент женился 2 раз, у него уже дети появились, и в один день пришли мои родственники, меня искали. Они пришли и начали с отцом скандалить, что это наш ребенок, нам надо ее забрать. Пришел 2 человека, такого числа, этого числа 4 человека 2 раза сегодня. Короче, я заявление сделал. Он, кабин он, да, вы? Ну, дэн алхум да цокер, Харин итабо нохче юза юш ивай хуштна хаякас шалахли. когда берги бахан, хоза карин халар. Але такка дуал бола, Отец всячески старался выпроваживать их. Не один раз это было. Это все я понимала, видела, уже стала знать, что я не их. Я и так знала, что я не похожа. Но я знала, что у меня есть свои, оказывается. Кант есть такой город. Мы туда переехали. И брат пришел в этот Кант. Я уже училась на 1 курсе техникума. Но отец болел дома, он пришел и говорит: пропусти меня к нему, мне надо поговорить. Я его пустила, сама пошла на кухню, спряталась. Но я знаю его уже образ. Этот не 1 раз я его вижу. И вдруг слышу, отец ругается с ним громко. Я испугалась и забежала к ним. Забежала, отец говорит: выходи, выходи, я тебе не отдам ребенка. Этому ребенку, говорит, еще нет 18 лет. Я перед законом, говорит, в ответе за нее. Когда будет 18, приедешь и посмотрим, что она скажет. А он говорит: а я уезжаю в Чечню. Говорит, я не смогу приехать. И ко мне обращается, говорит: давай, собирайся, поехали. Ты моя сестренка. А я так на него посмотрела, отец весь плачет, кричит, ругается, говорит: уходи, уходи. Мне его жалко стало. Я говорю: не пойду я никуда. И убежала. Это была последняя с ним встреча. Яхмат, какие попытки предпринимали, чтобы найти настоящую семью? Я, если слышала, что где-то проживают моей нации чечены, я бежала сама, уже ни с кем не делилась, не говорила, сама бегала и просилась. Я говорю: я вот так в таком положении осталась, вы мне можете помочь, мне надо это. Но они все хорошо говорили, но ничего не было, с места ничего не сдвинулось. Просто обещали мне, говорили: хорошо, мы поедем в Грозный,
найдем ваших, ничего не переживай, все-таки ты найдешь. И вот на этом мы останавливались. Расскажите про эти письма, которые вы писали, на телевидении вы писали, главе Чеченской Республики, на тот момент президентом он еще был. Да, я писала много, но тут не все письма сохранились. Но мы как писали? Мы старались время от времени писать, обращаться. Но вот это сохранилось в «Жди меня». Первое письмо я написала туда. Вы тут пишете, обращение Да, к главе да, пишете, да, что да. вы в 2002 году обращались на передачу «Жди меня». Да. Я писала, дочке передавала, дочка там, детям вот это все надо же было не вручную. Да. У меня внуки печатали. Вот расскажите, как ваши дети отреагировали, то, что вы нашли семью, как они не ревнуют вас сейчас? Нет. Они вон довольные. Они просто знали, что я долго мучилась. Я всегда детям говорила, я добрый человек, у меня родственники должны быть добрые. Так оно и получилось. Я души в них не чаю. Но родственники все время вокруг меня, такое тепло. Они меня возили сегодня, вот именно сегодня мы поехали, смотрели, где похоронены мои близкие. Вот это где родители мои, там все кто там. Вот это видела. И я желаю, чтобы люди были на земле всегда счастливы, чтобы не было угнетений в душе. Я вам не могу это передать, что в душе у меня сидела, как я жила. Это очень тяжело. Я вот этого не хочу никому. Хочу только добра.